Салям, салям, с вами учитель казахского языка. И сегодня у нас 6-й урок нашего курса. Тема сегодняшнего урока – это себептік жалғау, падежное окончание. Падежное окончание очень активно используется в казахском языке. Без них просто перевести текст или высказаться практически невозможно. Так что это очень важная тема сегодняшняя. В казахском языке себептік жалғау, падежное окончание 7, но я скажу вам их 6. Облегчаю ваш путь, потому что именительный падежный здесь нету окончания, то есть 6, и я научу использовать 4 из них, которые с помощью на русском языке с помощью предлогов даются. Вот они, которые желтым перекрасил. Итак, начинаем объяснять. Если вы хотите использовать предлоги к, в, на как направление показывающие, то они заменяют драге, хаки. Например, к другу. Я иду к другу. Доска. Доска. Или я иду в город. В город. Халага. Или я смотрю на небо. На небо. Опять показывает, куда он смотрит. Аспанга. Аспанга. А предлог у, в, на заменяет окончание да, де, та, те, то есть жаты, септик. Например, у человека, да, Адам, да. Или в магазине, дюкен, де. Или в доме, үй, де. Или в комнате, бөлме, де. Здесь наверху чего-то. Вот, например, на крыше шатр, да, на голове баста и так далее. Здесь появляется проблемный вопрос, то есть здесь в, на и здесь в, на. Как их отличать, который из них выбрать? Во-первых, здесь опять повторяю, здесь показывает направление, а здесь показывает внутри чего-то или на чем-то, то есть наверху чего-то. В примерах яснее будет. Например, опять я повторяю, я иду в магазин, да, в магазин иду, но вы не само в магазин, вы идете в магазин, направление. То есть в магазин это дюкенге. А если вы в самом в магазине, то используется теперь здесь дюкенде, то есть уже в магазине. То же самое, вот, например, здесь я смотрю на Луну, да, например, на Луну, я смотрю на Луну, опять направление пока. Айга, ай это Луна, айга. А если вы на этом Луне, да, а не просто смотрите, да, на самом Луне вот здесь, то скажете айда, айда, то есть тогда здесь работает. То есть простым языком объяснить, здесь они используются как направление, а здесь в чем-то или на чем-то, или на ком-то. Следующий предлог у нас от и из заменяет эти окончания. Из дома, я вышел из дома, үйден. Я иду от друга, достан. И так далее. Предлог S заменяет у нас эти окончания мен, бен, пен. Особенность этих окончаний, у них не бывает твердой формы, то есть всегда мягкие. Даже если слово впереди стоящее твердое, все равно мягкий добавляется. То есть не подчиняется закону сингармонизма. Например, с другом доспен, или с отцом акемен, или гулял с собакой итпен. Вот так. Теперь я дам вам один пример. Самостоятельно добавьте эти окончания и проверьте свои варианты ответа и с правильным ответом. Дәрігер это врач. Как вы скажете к врачу? Дәрігерге. Правильный ответ. А у врача? Правильный ответ. Дәрігерде.
От врача, дәрігерден. А с врачом, дәрігермен. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. Запишите эти окончания, выучите их со значением на русском языке с предлогом. Да? Сау болыңыздар.